Улица Лермонтова. Какая красота. Пустая улица, с ума сойти. Суббота. Проезжаем старые дома еще, деревяшечки. Винтаж. Люди вот в таком изыске живут. А кто-то на 33-м этаже вынужден мучиться, потеть. Вот у них тут деревья растут. Дворик там свой. А на 33-м этаже какой дворик? Ни хрена там нету. Одни соседи ремонт делают, долбят стены. Так, вот во что церковь превратилась, храм Божий. Какой-то креатив. Что там написано? Креативный мастер-компас. Кластер. Теперь там танцы, жманцы, всякое разное. Богохульное. Ну что? Так, удачная покупка. А где елочка-то написана? Вон, наверху. Где? Не вижу. А, точно, вон, видите, магазин елочка. Да, вон она, елочка. Район Сайсары. Сейчас здесь удачная покупка. А здесь букмекерская контора. Круговую, да, круговую? Удачно. Так, круговой обзор. Букмекерская контора. Тут, видать, на это, да, спортивные ставки какие-то делают. Ну что? Так, мне надо надеть рукавички, хотя у нас и потеплело, но рукавички пока потеплело, но все равно минус 20. Кто забыл шапочку? Ой, я туда не пойду, слушай. Да иди не бойся. Капец! Бульдог же! О, боже мой! Видали, как? Вот он, Сайсары. Вот она, Сайсары. Да я чувствую, да. Ой, боже. Ну сколько... Так, ну что, вот здесь мы видим дома, деревяшки, да? И чем они? Профлиз же это, да? Профлистов он делаем. Ну что, красиво стало. Сейчас профлист, он вообще супер идет. А тут забор. Забор, смотрите какой. Ух, солидный забор. Так, а что за улица-то это? Вот у людей здесь эти гаражи такие уличные. Прямо. Предприятие какое-то. Вон, видишь? А, ну сейчас мы посмотрим, что это за дом. Видите, как хорошо тут живут. У них ванна тут. Летом, наверное, ванну наливают. Предприятие, ресурс какой-то. ГАО. ГАО МАО. Якут лес ресурс. Шлагбаум. О, а это что за храм? Забор-то кирпич. Так. Так, что это? Чайковского 38А. Ничего себе. О, Сайсары-то как выглядит сейчас. Ну я тут особо не ходил, особо не знаю, что как. Посмотрим вместе с вами. Посмотрим. Ну, наверное, да, строят. Двухэтажный. Смотрите, у него какие, как это, амбразура, как будто, вот это есть доты, или как они называются, оборонительные. Видали, да? Да, отстреливаются такие узкие, чтобы это, оборону держать. Там гараж у них теплый, естественно. Тут вот, тоже все. Сколько гаражей-то здесь, а? Сколько людей здесь машины имеют? Чайковского 38, дробь 13. Ничего себе, дробь 13. Это улица. Чайковского-то знаю, она тут Сайсарская, да. Ну, вот смотрите, какая разница. Вот это тупо профлист, а это, смотрите, это что,
какие-то знаки типа доллара, что ли? Евро. Евро, доллар, не поймешь что. Богатство-то какое. Хотя домик-то сам какой-то не очень, но гербы точно. О, вот тут как сделано, ну люди стараются. Что-то боюсь тут ходить. Собаки как бы не покушали. Ну, машинки. Так. Ну, а вот там хоромы какие строят. Смотрите, видите, да? Хоромы. Ну, а там тупик. Я смотрю тупик, поэтому давайте в другую сторону пойдем. Вот. Ну, такой хороший райончик. Кстати, он и недалеко как бы находится. Как бы город. И тут, видать, и интернет, и все есть. Как бы жить да жить. Там, наверное, у них грядки, палисадники, там эти, как его, теплицы, что там еще. И выращивают летом всякие вкусняшки, фрукты, овощи, картошку, помидорки, огурцы. Ну вот. И тут кто-то поссал. Ё-моё, не дотерпел. Не дотерпел. Ну, собака обычно на угол сыт, а этот, считать, взять человек, что ли. Смотрите. Столб. Какой. Какое дерево. Шикарно. Шикарно все выглядит. Чайковского 36/7. Вот смотри, мы с задней стороны этих дворцов зашли. Дворцы. О, смотрите, а это какая толщина забора. Это же на века построено. На века построено. Все же это на века. А здесь-то что творится? Ого! Да. Ну почему-то никто не заезжает. Что тут никто не живет или лишний гараж у них тут. Я предлагаю далеко не ходить. Ну а тут там еще забор какой-то. Еще забор какой-то. Там что-то строят, да? Ну понятно. Зато вот смотрите, сколько они снега здесь выгребли, да? Снега. Потом надо будет все это куда-то вывозить. Вывозить все надо куда-то. Что это у них такое? Баня, что ли? Или что такое? Печка какая-то хитрая. Курочки, яички зимой несутся. Несутся. Курочки. Хорошая, новая. Но он не влезая убьет, поэтому надо подальше от нее. Вот надо подальше. А то электричество, понимаешь. А тут что за проход такой для собак, что ли? Для кошки? Для кошки лаз. Видали, да? Для кошки лаз, чтобы она это лазила. Ну что, я не знаю, кинотеатр у него может там, какой там, свой личный кинотеатр, театр может быть там, сцена. Да, конечно, люди что хотят, то и делают. Здесь тоже вот, смотрите, идем вдоль такого. Слушайте, а даже рука уже не мерзнет. Вообще красота. Что-то резко так потеплело. Да, так что пора уже на лыжах, ё-моё. Лыжи-то где взять мне? Сейчас лыжи в прокат может где взять, то лыжи покупать дорого, стоить будет это все. Все так дорого. Красотища. Ох, красотища. Ух ты. Видали, а тут мусорка-то какая. Мусор прямо мешками вот такими большими выкидывают. И колеса здесь хорошие. Колеса хорошие тоже какие-то лежат. Никому не нужны колеса.
А здесь, смотрите, это что? Ё-моё! Ё-моё! Ну вы видали? Дворец. В Сайсарах дворец. Это львы же, львы. Точно львы. Боже мой, какой узор, кованое все. И вот сами ворота. Въездная ручка. Вот так вот. Вот так. А здесь напротив как раз... О! Вот уже попроще домик будет. Тут такие балконы, даже вон они. Тепличка у них тут все есть. Гемельская 24 дробь 4. 5 гаражи. Туда можно вот идти. Почему-то странно сосульки. Когда сосульки-то Вот, в этом доме? обратил внимание, что есть такие вот парадные, вон львы даже есть. Ну да, вот это вообще. А тут какой дворец. Вот их дворец, но забор какой-то скромный. Вообще, наверное, все деньги, все бабло в дворец вложили. Я вчера какое-то видео смотрел. Здесь попроще. Да, тоже неплохо. Контейнер, кстати. Груз перевозить, если кто переезжает, куда раньше на таких вот перевозили. Груз, скарб свой. Вчера видос какой-то в ютубе смотрел. Там один какой-то блогер 2 миллиона, только 2 миллиона потратил только на кухню. Представляете, 2 миллиона. Теплые полы там сделал на кухне. Кузова какие-то непонятные. Ну это какой-то фермер, что-то предприятие какое-то здесь. Гемельская 2. Во. Ну тут вот люди изредка попадаются. Люди изредка. Редкие довольно такие. Машина выезжает тоже редко. Гемельская 26. Снега здесь. Вот что, у него даже ворота сами закрываются. Вы видали, да? Ёлки, фантастиш, дастиш, фантастиш. Гемельская 22. Здесь вот улица, туда он идет. Теплотрасса. Гемельская 26 дробь 1. Но все так вот, конечно, плохо, то что заборы такие, ничего толком там не видно за ними. Но вот с этой стороны хоть заборчик такая. Ох ты, какой прикольный заборчик. Там домик такой ретро старенький. И заборчик тоже. Такой душевный, колоритный заборчик. А здесь, смотрите, домину-то какое отгрохали. Тут, наверное, 4 семьи может жить в этом доме. 22, 5 дробь 1. А вон там какая-то деревяшка, наверное, продают ее. Земля-то здесь дорогущая. Дорогущая земля. 25. Смотрите, снега какая-то толщина лежит. Прикольно, да? Уже дом. Спутниковая антенна. 2 машины он тут может завести. Все супер. Так, это что за Гемельская 34 дробь 1. 34 дробь 1. Ух ты, а здесь что? Посмотрим-ка. Это вот этот какой-то барак, да? Барак, точно. И здесь многоквартирка. Ну, такие вот люди до сих пор живут. И вот здесь вот это поле картофельное, теплички у них тут. Вот такое, я понимаю, вот это интересно. Смотрите, какая красота. Там вон детская площадка даже есть. Какая-то. Футбольное поле.
качели. Ух. Смотрите, а здесь лес. Мы что, в лес пришли, что ли? Смотрите, редкий какой лес. Так, а куда нам пойти? Может, туда пойти? Там он прикольные виды, смотрите, какие. Пенек. Ну и, конечно, собачка пописала. Не без этого. Собачки у нас это первое, что в городе. Люди это второе, а собачки первое. Ну, сейчас, смотрите, там лес. И тут забор. Это, видать, чей-то участок, что ли? Да. Так, Губинская, Геминская, 38/1. 38/1. О, тоже заборчик-то какой шикардозный. Шикардозненький заборчик. И кочка такая. Тюк. Здесь раньше что-то было другое. Да, наверное. Тут, наверное, какие-то... Может, тут лагеря были или что? Здесь, по-моему, было от этого... Или какие-то... Какое-то поле, которое там исследовательское. Здесь ничего не было. Берегись автомобиля. Наверное. Я помню, что здесь пустырь был. Но это все, конечно, это недавно. Город-то раньше сколько в советское время был? 170 тысяч. А сейчас 350. Вот и считайте. В 2 раза увеличилось количество проживающих. Какие-то письма. Смотрите, письма. Письма на почту я шлю словно. Я роман с продолжением пишу. Бочка. Зачем она? Здесь под мусор, что ли? Точно под мусор. А это что? Банька такая? Или что это? Туалет брусовый. Ух ты. С брусов туалет. Шикарно вообще. Ну еще и здесь еще замки. Дворцы, замки. Да. Ну все, кирдык. А там вон собака сидит. Я вижу, черная такая. А это чей-то участок какой-то, видишь? Ограждение просто. Ага. Геминская, 27/24. Да. Что-то еще строят. А мы тут не пройдем, да. Не пройдем сюда. А тут можно было сигануть вот так. Ну, как тут сиганешь-то? Сложно. То поле не топтано, что там лежит, мины какие, непонятно. Строительный мусор. Знак «Берегись автомобиля». Зачем он, интересно, здесь? Здесь люди, которые любят этот фильм. «Берегись автомобиля», да, там где вот этот Курочкин, или как он снимался. Деточкин, Деточкин. Там кто этот? Деточкин. Он воровал автомобили и потом продавал их, и вырученные средства по детдомам распределял. Автомобили, по-моему, или что, даже не знаю. Ну что-то, короче, он какими-то нехорошими делами занимался и оправдывал это. Все, типа он такой хороший, что все это вот на благотворительные. Так, видим какой-то впереди. Что? Подлесый? Подлесый? Ну сейчас еще где-нибудь табличка будет, прочитаем. Что, гараж строят? Да глухой я стал уже, глуховат немного. 2 шапки на мне, поэтому может уши и заложило. А, вот читаем. Подлесный 15. А здесь обычный профлист, не крашеный даже. Вот видно туда построили. А тут строят. Строят. Да. Ух,
собаки. Лишь бы только не выбежали. Слушайте, у людей здесь вот эти заборы, они это самое автоматизированные, с двигателями. Ой, там она сидит, собачка. А здесь, наверное, вообще, все 10 собак. Ну, наверное, такие, как мы, тут это редкость. Люди, чтобы пешком топали. В основном, я так предполагаю, здесь у людей машины свои, они на них ездят. Вот так вот контент пилить такой вот. Кстати, меня просили, кто-то писал в комментарии там, снимите вот Сайсары, вот и снимаю вам специально вам вот такие вот районы. Редко сюда кто заходит, конечно. Геминская, 27/2. Шикардозно. Конечно, жить тут мечта, но дорогая мечта. Но здесь что? Здесь нету шума городского и тишина, кроме собачьего вот этого лая, ничего нету. И воздух чистый, поэтому вообще, конечно, все это очень и очень хорошо для человека, когда он проживает в таких, а если тут газ есть. Институт мерзлотоведения. Это вон там, что ли, каменный? Где? Вот. А, вот с той стороны мы вышли, да? Слушай, я ни разу не ходил тут. И какая-то... Ой, там собака бегает. Вот. Даже их не одна, несколько собак. Одна на цепи, а вторая вон там. Лишь бы она только не понеслась. Ой, прямо на нас. Ну что ты гавкаешься? Мы ничего тебе не делаем, просто идем по улице. Лонгинова, 91. Еще один дом такой. Улица Лонгинова. Она тоже такая длинная, петляющая. А здесь что у нас? Там домики. А здесь еще автобус какой-то старый. Да? Пазик или что это такое стоит. Ну, блин, вообще так... Тут идти, конечно, целое дело. Опять я эти ледоходы не надел. У них бы проще было. О, песик с нами провожает, да? Колючая проволока. Как будто бы зона. Вот еще вам колючая проволока. Ну, это вот старое ограждение. Да, старая. Ну, вот. по границе. Ох, там, смотрите, сколько собак. Ну, видать, это у них какая-то собачья война идет, я не знаю. Они же территории бывают делят, еще что-то. У них там всякое превсякое. Ну, смотрите, вот так идешь, да, и ничего интересного нету, да? Вот так вот сейчас делают. Не люблю. Хоть бы деревянный забор попался. И с этой стороны такой же у людей забор. Ну, смотрите, сколько здесь земли. Наверное, она все уже продана. Кому-то принадлежат, должны строиться. Я так предполагаю, что это там? Территория Института мерзлотоведения. Вот я же говорю. Свалка мусора, штраф 100 000 рублей. А, вот почему здесь не застраивают. Ну, наверное, какими-то путями, наверное, они выкупают это. Здесь же где-то эта шахта глубокая есть. Там исследуют вечную мерзлоту, насколько я знаю. И вот
У них тут какие-то их научные вот эти вот изыскания они здесь ведут. Я так думаю. И вот эта территория должна быть, по сути дела, ихним полигоном. Но все продается, все покупается. Поэтому рано или поздно здесь, конечно, все будет застроено. Если Якутск, конечно, еще будет расти, кто же его знает, да? Что будет с этим климатом? Какой-то интересный домик. Сейчас вот потепление, потом похолодание. Похож на сторожку. Да. На сваях, кстати. На сваях домик. Сторожки, да. Сваи. Ну, заброшенная снега, что-то, видишь? Как что там написано? Мерзлотная 35/1. Мерзлотная. А в качестве свай здесь трубы металлические, железные. Вот ты видишь, деревянные, Деревянные даже есть. А ну деревянные-то это плохо, они гниют. Может деревянные, да? Ну если их обработать как-то, наверное, может быть. Так, а куда мы вышли? Что это за зона такая? Зона. Мы тут пройдем. Есть тут какие-нибудь ходы? Вот тут жилой дом стоит. что-то на детский сад похож. Двухэтажный. Да нет, наверное. Живут тут люди. Сад местный. Да. Я как-то подозреваю. А что-то как-то не похоже. Какие-то сараи страшные. Я бы не сказал. Ну хотя все может быть. Все может быть в этом, на этом свете. Может это какой-нибудь, не знаю, филиал какой-нибудь больницы. А, может быть, он что-то На выносе детская какая-нибудь. Тут больница или еще что-нибудь. Не вижу. Я без очков не вижу, в маске. Если я маску одену, Смотри, детская площадка, если говорить детский сад. да. А мне кажется, что это какой-то вот здесь вот детский туберкулезный диспансер. Или инфекционная какая-то. Детская. Как, кто сюда детей водить-то будет? На отшиб. На отшиб. Тут живут поселок ихний, большой. Тут много людей. Посмотрите, камыш. Давно вы камыш не видели? Вот я вам показываю. Камыш. Камыш. Ты не видел, я вам показываю. Там вот так вот. Вот я люблю по таким тропкам ходить. А сейчас вообще 20 градусов минус. Вообще благодать. Солнышко вон. Смотрите, у нас солнышко вылезло. Праздник. Смотрите, как красиво. А летом-то тут как красиво. Если, конечно, здесь пройдешь, что, во чем я мало, как бы мало я на это рассчитываю, потому что здесь, наверное, будут лужи какие-то жидкие. Надо будет как-то летом еще побродить, если до того времени, конечно, Бог даст. Доживем мы все с вами. Наперед-то говорить ничего не надо, потому что Бог его знает. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Расскажи ему о своих планах и рассмеши его. Поэтому не будем ничего планировать. Вперед. Как будет, так оно и будет. Правильно я говорю? Да, дом жилой. Так, здесь вон там пенек какой-то прикольный. Дали пенек он такой. А сверху снег. Вот мы пролазим под этой вот теплотрассой. Ой! Ой, надо, чтобы радикулит тут работал. Трехэтажный дом на сваях. Ну, вообще шикардос, смотрите. 3 этажа всего. Что тут лежит-то? Не вижу. Дед Мороз вижу здесь. И бычара. Бычара. Дети. Что-то там. Будущее. Мерзлотное. Это, наверное, тут дети этих мерзлотоедников живут. Леночка, прости. Я очень тебя люблю. Что там такое?
Машины не ставить. Почта России. Мамонтенок, детский сад. Ну, мерзлотоведение. Мерзлотоведение. Леночка, прости, я очень тебя люблю. Сердце разбитое. Бедолага. Где-то же краску он нашел, кисточку или что, это же надо, ё-моё, потратиться, подготовиться к этому, спланировать. Ух ты, а тут что-то отцеплено даже. Это, видать, снег, да? Вот там собака. Какая-то злая. Жилые дома. Ну, кстати, ничего так, да, райончик-то? А это что такое за будка с враждебными надписями Фанта, Спрайт, Кока-Кола и Як. Спрайт. Машина, машина фургон. Ларек, видишь? Фруйт, Френдс. Летом надо. Наверное, тоже думаю. Вот тут тоже дом какой. А это вообще покрасили, смотрите его. Красиво как. Да, на Смотрите, о, какое дерево шикарное. И почему-то на нем веревки висят. Его, наверное, в Новый год, я думаю, украшают гирляндами. гирляндами. Или какое-то обрядовое дерево. Да. Возможно, да. Великого Мамонта. Возможно. А вот это помоечки так аккуратно сделаны. Смотрите, как в городе так не делают. Как здесь помойки. Видали, да? Ограждено в забор. Ай. Там уже что неприятно. Это туалет. 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 Смотри. О, май год. Фу, я это замажу. Придется кубиками. А то YouTube еще забанит за такое. Да и зрители, может, кто-то кушает, да? Вот смотрит видео, я, допустим, сам так часто смотрю видео и кушаю что-нибудь, там рыбку, пирожное какое-нибудь, а тут вам, извините, показывают туалет. Да не такой, который, к которому вы привыкли, а на улице. Мерзлотная 20. А я вообще не был, кстати. Я тут только на свадьбу к кому-то приезжал, вот мы к институту мерзлотоведения снимал я несколько раз свадьбы. За этим домом был И все. вот за этим домом сразу лес был. Да. Сейчас, наверное, уже леса нет. А вот тут тоже улица какая-то интересная. А я не просто, вот, мне вот этот дом интересен, вот такой покосившийся забор, барак. Ну тут что-то они живут уже, мне так кажется. Вообще уже. Зато с этой стороны вон домики цивильные какие. А это что такое, будка что ли? Собачья. О, ну тут почему-то интересно, здесь мало какашек собачьих. И вообще собак что-то, ну вот может в этом районе немного. А вообще же здесь жаловались, что собаки, собаки как бы кусают собаки, а их в общем-то не так и много. Тут можно пойти тропками такими. Смотрите, дорогу чистят. Дорогу-то чистят здесь. О, видно уже цивилизация. Фрукты, овощи. Но тут красиво у них, убрано, в общем. Да. Как не ходят? А как люди-то ездят в городе? А тут что? Куранты. А тут что, надо пешком, что ли, до сюда топать? Якутский хлебокомбинат. Интересно. А тут вот хрущевочка, смотрите. Мерзлотная 28. Вон, видишь, прямо лес уже. А, лес. Давайте в лес зайдем. Посмотрим лес. Сейчас у нас так вместе просто приезжал, погулять.
Но смотрите, этим жителям вообще тут шикардос. Они тут такие довольные живут тут в своих хрущевочках. Теснятся, да? А там вон этот КПД дом вообще хороший уже, 4-этажный. Игровая площадка у них вот тут. А, да, сейчас пойдем. Посюда. Ну, я хочу вот поснимать здесь. Смотрите, как цветы какие-то. Все новое. Там для того, думаю, площадка тоже игровая. Ну и вот здесь мы выходим. А смотрите, эти ограждены специально, чтобы люди не ходили, видать, чтобы вот с крыш не сыпало. Парк культуры и отдыха свой. Блин, давайте все квартиры купим. В парке давай все покупаем, строим дома, вот срубаем здесь деревья, вот эти вот, зачищаем территорию. Давай вон под домом построим. Вот видишь, сколько места? Да. А, дом, да. Дом тоже свайный, вот смотрите, железобетонные сваи. Все, вот так вот город и стоит. Можно, кстати, смотрите, какая сюда тропа протоптана. Для чего, думаете, люди сюда ходят? Наверное, тут туалет. Группа МЗ рулит. Вот все утеплено у них. Вот сваи, смотрите, да? Сваи. Вот если бы их не было, у нас дома бы не стояли здесь. Дома бы не стояли. Вот. Даже вон подвес сваи, но, видать, на каких-то важных участках подвес сваи рулят. Ну и зайдемте мы с вами вот в этот лесок. Тут даже вот, смотрите, тропиночка есть. Интересно, я там уже вижу какой-то забор. Ух ты! А что там за забор? Да, все тепло, можно на лыжах уже. Слушайте, мне хочется на лыжах. А опять здесь лыжных тропок нету совсем. В лыжных тропах видим, что здесь следы белочек. Белочки, видать, бегают здесь. У нас же белки живут в лесу. Только как они выживают, интересно, а? Им же надо в такую лютую стужу нашу. Ну давайте еще немножко сюда. А, сейчас, подожди. Я вот хочу посмотреть, что там за забор такой. Интересно. По этой тропинке сейчас сюда пройдем с вами, посмотрим. Красиво? А воздух какой чистый. О, это вам не на 33-м этаже уже Москва-Сити жить, где со всех сторон там железная дорога, автомобильные эстакады, и машины, транспортное кольцо, там, да, третье, и машины круглосуточно ездят. Как можно вообще жить? И за квартиру там однушка стоит 14 миллионов. Представляете, однокомнатная квартира 40 квадратов. 14 миллионов в жилом комплексе напротив Москва-Сити. И вот они, бедолаги, там мучаются. Но это какая-то зона, смотрите. Зона, однозначно зона. Потому что вот так вот она отгорожена. Или это мы на зоне находимся? Я вот понять не могу. Ветки, смотрите. Вот на Новый год веток тут набрать, да? Хотя тут где их не достанешь. Вот можно походить, воздухом подышать. Почему люди едут вот такие мегаполисы? Зачем им ехать, как Москва? Это же кошмарная жизнь. Там Санкт-Петербург тоже. Кошмарная. Там полдня ехать в одну сторону, полдня в другую. Вот до чего они там туда уезжают? Не понимаю я людей.
когда можно вот по лесу вот так вот ходить. И, в общем-то, это практически город. Город это. Но хорошо, что здесь все-таки не дают застраиваться вот этой территории. Это просто замечательно, что не дают застраиваться и Знаешь, что написано? здесь. Ага. Территория научной станции Туймара. Научная станция Туймада, поэтому ее не трогают. Ну, правильно, да, вот так надо всякие разные обгородить, чтобы, а то люди застроят и погулять даже некуда. Ну, вот я подумала, что справа вот этого тоже раньше ничего не было. Видишь, уже подступил. А, ну да. Ну, это если сейчас взять этот самый телефон, да посмотреть. У меня же, кстати, я могу так сделать. У меня есть телефон. Да, я могу. Так, сейчас. Так, надо включить GPS. И 2 GIS. Там мы с вами определимся. Обновить позже. Так. Кустук. Тут какие-то дома жилые. Вот мы где находимся. Вот, видно, да? Подальше, наверное. Деревья. Дома, улицы. Минус. Мерзлотная. Вот мы вот в этом вот, видите, где сот мерзлотовед. Угу. Вот ДСК Манчары. Вот в этом районе мы находимся. Сейчас ходим с вами. Это получается здесь такой участочек один. Смотрите, как классно. Ну вообще шикардос, конечно. Что можно вот так вот гулять, ходить по этой зоне. Я вообще честно скажу, я ни разу здесь не был. Хоть 5 Якутске уже всю жизнь живу, но да, красиво. Ну обычно мы ездим в лес куда-то, на даче там у нас. Красота тоже, такой же лес. До дачи доехать, ну полчаса всего. Максимум времени занимает. Давайте посмотрим, что тут такое. Щебень, песок. Особо охраняемой территории научной станции Туймада. Проезд, вырубка деревьев, разведка запрещено. Ведется видеонаблюдение. Так, ну и что? Туда, наверное, я не имею смысла ехать. Так, вот тут собачка чья-то. Видите, собачка. Вот тут лес вот этот замечательный, в общем-то. Лес замечательный. Смотрите, какой я вам еще показываю. Любуйтесь, пока мы тут любуйтесь. Деревья, сосны, да? Как-то, я забыл название, короче, я читал, когда вот про природу, про деревья Якутии, в основном какая-то лиственница. 90, там, в основном. А мы видели Кустук 109, дробь 3. Частные дома. Интересно, ни одного, а он есть все-таки люди. Есть люди, ходят, как и мы. Такие вот одинокие. Заборчики. Я помню, здесь, по-моему, в этом или дальше где-то, когда-то были в советское время дачи детские, летнее время, вот, детей вывозили с города, на 3 месяца могли вывезти на дачу летнюю. Так шикарно вообще было, вот в таком, смотрите, улочка туда идет. Мы туда не пойдем. Ну тут хватит посмотреть, да? Хватит? Так что вот. Побольше бы таких научных станций было, чтобы люди туда вообще
не заходили со своими кострами там, просто чтобы гуляли и все, без транспорта, чтобы не заезжал. Ну, такие парки. Больше их, конечно, надо, потому что в Якутске, конечно, не хватает. Летом особенно. В самом городе парков, зеленых деревьев, насаждений очень не хватает. Мало что тут у нас север, как бы. Вот смотрите, какие лиственницы, сосны вот такой величины, невысокие. Что прохладно. Надо сюда ночью приехать. Ой, да ну, упаси Господи. Мерзлотная, дом 30. Прогуляться по лесу. Так, и что? Вот так вот идем. Ночью надо с хорошей камерой идти, а не такой финтифлюшкой. Она снимает только вот днем более-менее. А ночью она тут вообще ничего не снимет. Тем более, если туман, звезд, луны не видно, темнотища. Смотрите, какие деревья. Не знаю. Здесь прячутся они, лешие, что ли? Лешие. Да. Да, я думаю, их тут выгонят, местные жильцы, им не дадут здесь жить. Тут потому что такой как бы микрорайончик-то, наверное, люди многие знают друг друга, он небольшой, вот этот, поэтому, смотрите, мы выходим с этого чудо-парка, через такие ворота. Ну и посмотрим сейчас, какие здесь мерзлотная 30. Ну, собачка нас выгуливает. И чья? Ничего, смотрите, как здесь сделано. Как охранник, правильно. Это если красиво сделано, зачем гадить? А смотри-ка, посмотрим, кто там такой. Интересно. Что это? Что это такие? О май год. Снегурка. Всем привет. Вон, с той стороны, Я смотри, такая какой баба. фигуры тебе. С той стороны тоже есть. Смотрите, тут что-то даже садят, но на них типа палисадничков таких. Да, вот хорошо все-таки, когда такая зона небольшая, да, людей мало проживает. А то понастроят муравейников. Не пройдешь, не проедешь. Пыль. Ага, сейчас, подожди-ка вот это. А это снеговик у нас, да? Снеговичок, о какой. Супер-пупер. Супер-пупер. Ух ты. Песик. Смотрите, все как аккуратно сделано. Да, украшают. Молодцы. Молодцы люди. Ага. Вот тут даже заборчик есть. Перейдем. Смотрите, ну, мечта, да? Смотрите. Стараются, делают. Дед Мороз какой прикольный. Оба. Елка у них тут еще стоит. Снеговик. Вот тут люди своим двором и отмечали. Там он колодец. Видали, да? И столик накрыт. Снеговик. Прикольно, прикольно. Так, а как мне тут выйти-то? Тут у них какие-то вазы даже. Столик. Так, придется мне обратно в обратную сторону вычесывать. Ну, молодцы люди, молодцы. Стараются. Опс. И эти у них тоже. Смотрите, эти даже застелены. Вот это я первый раз такое вижу. Чтобы скамейки ковриками были покрыты. Ну вы видели где-то такое? Культурные люди какие-то. Ну вот это новые дома. Я смотрю, это новые. Как тут пройти-то? Ой, опс. Тут, значит, баскетбольная, футбольная площадка
пожалуйста. Пустырек какой-то. Так, интересно, у меня камера-то снимает. Мне интересно, сколько там процентов. А то ходить так впустую снимать. Ух. И даже там что-то написано наверху. Ближе подойдем. Так, поближе. Это что-то там такое хитрое. Профессора какого-то. Что-то профессора. Знаешь, похоже, вот этот натуре надо снимать. Да. Он вход не тут, На отшибе вход. Соблюдать дистанцию. Возможно. Так, и вот там вот надпись. Блин, дальше отходить надо. Не вижу. клиника. Клиника профессора. Видел он? А что за профессор? Частная больница. Для тех, кто знает, чтобы люди туда не ломились, для избранных. Здесь, смотрите, вход какой-то, да, даже? Эвакуационный выход, наверное, да. Все по науке, все правильно сделано, по требованиям. Да, много открытий. Вот, представляете, да? Сколько я сегодня открытий вместе с вами сделал. Так что вы тоже поднимаете свои задницы и ходите по своим городам. Смотрите. Мусорка. Это уже плохо, конечно. Вот еще одна КПДшечка. Это уже пятиэтажная. Но это уже, видать, где-то 80-х годов постройки. Да, она не новая, старенькая. Но 80-х она более-менее такая новая, как бы. И здесь чья-то территория. Забор. И тоже неплохо, тоже неплохо. Так, а здесь что у нас мы видим? Такая улица. Не знаю, что за улица. Дачи чьи-то, да? Ну, ведь замечательно, как люди живут. У них тут вон дача может быть прямо под боком. Че не жить-то, да? Так, теплотрасса, все аккуратно окутано. Заборчик колючая проволока. Там дом, заколоченные окна. Так, и вот. Так, куда нам пойти-то? Сюда. Да. Кто бы знал, где эта остановка здесь. Смотрите, какой гараж. Интересно, первый раз такой вижу. Круглый. О, кстати, идея, да, взять так, загнуть и заварить. И крыши не надо. Какая идея, смотрите, да? Можно так вот листы же металла найти где-то. Купить там, конечно, купить. И так. Вот, покажи, что вот там мы начали свой осмотр вот так, желтенько. А, вот, да, оттуда вышли мы, да, там парк. А здесь мы вот, смотрите, сколько уже прошли. Кстати, здесь, смотрите, сушилка, кто-то сушилку выкинул. Никому не нужна. И вот это вот гладильная доска. Люди богатые живут. А здесь что такое? Вот это какие-то... Откуда это? Что-то разобрали. Качели или что это такое было? Машина редкая, которая едет. Проезжают люди. Барак. Да, вот это вот тоже, да, впечатляет. Но такое как-то мне больше нравится. Все-таки вот такие деревянные, чем вот этот профлист, он не живой. А дерево, оно дышит, оно в нем история. Вот, смотрите, здесь такой заборчик, он там люди живут. Люди живут. Это пристройчик, да. Ты думаешь, межгодное, вот сколько дерева это впитало в себя вот этой ауры людей, которые здесь жило. Дерево же, оно живое. Так вот.
Пойдемте-ка мы с вами вот сюда вот. Опс. Тут потому что идти неудобно по этим кочкам. Вон песик какой-то навстречу нам приближается. Надеюсь, он не будет наскакивать. Не, он спокойный, хороший. Что-то говорили все про сайсарских собак, что они злые и кусают. Да? Ну не сайсары, да? Не, ну все равно как бы это же вот рядом. Ты думаешь, мерзлотка? На мерзлотке значит добрые собаки. А здесь смотрите, свайное поле. Что-то собрались строить. Или это долгострой такой. Может быть долгострой. Машины не ставить. Так, а куда нам? Сюда? Вот куда машина поехала, да? Давайте с вами. Вперед, вперед. Надеюсь, что я снимаю. А, так мы по ней пришли. По ней, да, пришли. А, вон то дерево, я помню, да. Такое. Со двора. Ну, есть такой бирюзовый такой. Вон, бирюзовый, двухэтажный. Это санаторий такой. Сейчас мы туда придем. Так, ну что, вот дорога здесь. Вот здесь песок такой. А, вот мы с этой стороны шли. И здесь вот дорога. Да. Детский сад мерзлотчиков. Смотрите, какие здесь шикардозные. Ух ты! Это переход у них тут сделан из труб. А вот это вот институт мерзлотоведения. Вот это продукты продавали. Чистая вода сейчас здесь. Институт мерзлотоведения. Это всемирно известный, всемирно. Здесь со всего света сюда люди, ученые приезжают, чтобы исследовать вот вечную мерзлоту, особенности ее. Там оттайка, там, ну как бы все же это влияет в целом. А вечная мерзлота, что думаете, здесь вот влияет только, да, на людей, которые здесь живут? Ничего подобного. Давай посмотрим, что Все в мире взаимосвязано. Что может институт выбросить на помойке? Ну, я думаю, тут куски Пробирки какой-то всякие. породы, да, пробирки. От мамонта, наверное. Смотри, а там елка стоит даже. Что стоит? Елка. Хороший столик я вижу. Вот здесь институт выбросил. Да, забирайте столик, кому надо. Ну, Шкафы мебель какие-то. всякая. В шкафах, наверное, что-то А вон ценное. там елка. Вот они окна. Всемирно известного института мерзлотоведения. Сюда, я еще раз повторяю, приезжают ученые со всего мира. Со всего мира. Потому что вот такие условия, такая вот научная база, она еще давным-давно с советского времени здесь все это создано. Мерзлотная 36, даже названия такие, мерзлотная. Но здесь вот у них все, ну конечно, забор кованный. Раньше было открыто. Да, но здесь Тут фонтан. фонтан же должен быть у них, мамонт. Вот, в частности, вот этот мамонт, который на территории, вон он там, сюда постоянно люди ездят. На свадьбах. А как мы тут пройдем-то? Как-нибудь через забор. Мне интересно, они сделали. Ну, лимузин наш здесь. Лимузины. А, вот тут есть. Смотри, все как мудрено, все как сделано. Можно даже пройти. Ой. А что памятник-то? Памятник. Я же хотел памятник. Я же хотел к памятнику подойти. И что? Оно закрытое. Всемирно известный. Вот этот вот институт и этот, вон, видно, нет? Мамонт, видно сейчас еще? Все, неужели все закрыто? Тут какая-то это, вообще завязано. А здесь что? Здесь замок. Ну зато вот так смотрите. Так что сейчас, наверное, только за деньги фотографироваться возле него, возле этой достопримечательности. Бык какой-то там. Написано институт мерзлотоведения 60 лет имени Мельникова.
СОРАН. Российская академия наук. Вот так вот все тут выглядит. И мы туда, к сожалению, не пройдем. Здесь такая территория. Это озеро. Ну, в общем-то, вот и все, что хотелось вам поснимать. Улочка такая вот какая-то. Здесь конечка автобусов. Вот. Автобусы там ездят. Смотрите, вот такие вот автобусы. Что это там, я не вижу. Однерка или что там написано? Еще один Однерка. 17-й автобус ездит. Вон там она. И собака, конечно же. Вот пишет. Ну что скажешь нам, друг? Не хочешь нам ничего сказать? Он чипированный, кстати, он наушен вообще. Ну ладно. Вот конечка здесь. Межблокная вот здесь вот улица. И вот напротив медицинский центр, построенный в Югославии еще в далекие 90-е годы. Терем-теремок, кто теремки бьет? Мышка, старушка, кто там еще? Лисичка, лисичка, хохлушка. А это что, машина засыпала, что ли? А и тут лес такой прямо, в лесу живут люди. Все лежит-то, да? Газ, все есть у них. Тут электричество, заборы из профлиста. Что еще надо для полноценной жизни?